Вяпий, чеченская вапий, чеченский тайп, входящий в состав общества акинцев-ауховцев, населяют область Аух, нынешнего Дагестана, входят в чеченский Тукхум-Акхи. По чеченским преданиям, у вяпий с древности большие родственные связи с арстхоевцами. Говорят на бхарчоевском, южно-ауховском, говоре ауховского диалекта чеченского языка. У чеченцев-акинцев есть предание, что тайп в древности именовался так же, как Вабуа, Уабы, Уобас. Есть и также версия, что фраза в книге «Жизнь картлийских царей» грузинского историка Леонтия Мравели «Уобас, сын хазарского царя» – это древнее свидетельство того, что вяпинцы вступали с хазарами в военный союз. Примечательно, но в книге говорится и о том, что потомки Уобаса есть овсы, а осетинский историк и лингвист Абаев в осетинском языке обнаружил нахский субстрат до его иронизации, причем нахский субстрат ближе всего именно чеченскому языку. Книга В. И. Абаев «Осетино-вайнахские лексические параллели», 1959 год. Кстати, в чеченском ДНК-проекте Chechen Know-How DNA Project есть чеченцы как J2, так и G2, это все коренные чеченцы, гаплогруппы лишь классификации. Об этом говорил и чеченский генетик Пахрудин Арсанов. Причем, несомненно, чеченцы, нахи – это древнейшее общество на Земле, по генетике это видно, подметил Арсанов. Смотрите видео Хасан Бакаев и Пахрудин Арсанов. История чеченцев и ингушей в свете ДНК-исследований. Выпуск 17, а в осетинском ДНК-проекте Assyrian DNA Project процентов 70 осетин – это G2 и процентов 30 – это J2, поэтому кто знает, чьи на самом деле потомки осетины. Может и правда общности вабой, уобас. По чеченским преданиям также известно, что прямыми потомками чеченцев, вяпий, являются бацбийцы. Гордый и пылкий народ, сегодня проживающий в Грузии, в крае Кахетия, в исторической области Тушетия. Бацбийцы в наши дни уже частично утрачивают свой родной язык, однако многие могут достаточно хорошо до сих пор говорить на родном чеченском языке. Характер бацбийцев такой же, как и чеченский, они пылки, сильны, их нравы и характер очень похожи на чеченский. Кстати, еще в далеком XIX веке крупнейший востоковед и кавказовед, филолог, историк, этнограф и археолог Н. Я. Мар писал: «Не скрою, что в горцах Грузии, вместе с ними в Хевсурах, в Шавах, вижу огрузинившиеся чеченские племена». Книга Н. Я. Мар. К истории передвижения ефетических народов с юга на север Кавказа. По чеченским преданиям известны в истории вяпий тяжелые времена после монгольского нашествия, а позже завоевания равнинной части Даймохка Тамерланом. Вяпинцы в то время были заперты в горах. Голод, осада, блокада сделали свое дело. Вассалы-князья со своими дружинами терзали их, как и всех остальных горцев-чеченцев, не склонивших голову. Но честь дорога, говорили предки чеченцев. Известно выражение, приписываемое вяпий, когда потомок пришлого князя пришел с угрозой к вяпий, сказав, что если они не признают новую власть малокабардинских князей, их ждет унижение. На это старейшина ответил: «Мы не рабы, лезущие в князья, убить раненого волка смелости не надо, нам честь дорога, мы потомки великих людей, мы всегда жили свободно и умрем свободно». Кавказская война. Вяпий приняли активнейшее участие в Кавказской войне против царских войск. Многие вяпи погибли, большое число тайпа было выселено в Турцию по завершении войны и победе царских войск. Как непокорный элемент, тайп был выселен почти полностью, но со временем оставшиеся вяпинцы набрали численность снова и на Кавказе. В Имамате и Имама Шамиле были многие чеченцы, как и тайп вяпий, были даже русские, вставшие на сторону горцев. Это все было известно в преданиях чеченцев конца XIX – начала XX веков.